На территории России проживает около 200 народностей. В их число входят и коренные малочисленные народы. Коми таковыми не являются, а вот ханты, с которыми у коми имелись давнишние отношения, и не всегда мирные, уже давно стали малочисленными. На 2010 год численность хантов на территории России составляет чуть больше 30 тысяч человек. Ханты тоже относятся к финно-угорской языковой группе и проживают сразу за Уралом в Тюменской области. Само название «ханте» означает «человек». Русское наименование хантов – остяки. По мнению исследователей, русские могли заимствовать слово «остяк» из татарского «уштяк» – «варвар». Поближе с традициями и обычаями хантов нас познакомит хранитель традиций народов, писатель, переводчик, журналист, фольклорист Геннадий Павлович Кельчин. Он принимает нас в своем загородном доме. Дом не такой, к которому мы привыкли. Это чум. Суровые условия тундры наложили отпечаток на уклад жизни хантов. Чтобы прокормиться и выжить, нужно было много трудиться. Издавна традиционными промыслами хантов были рыболовство, охота и оленеводство. Колданка – это индивидуальное транспортное средство. Один может на нем и рыбу добывать, и охотиться, ездить. И одного человека вот здесь вот может привезти. Колдан – такой небольшой трал. Его палка длиной 4-5 метров. И под низом как рот. Вот такой. Распускают, а там сигнальная ниточка есть. Ее плели из волоса конского хвоста. И когда осетр, там нельма попадала, дергалась, и сразу вытаскивали. Могли прямо посередине Оби. Река Обь и ее притоки снабжала хантов щедрым уловом пресноводной рыбы. Чтобы сохранить рыбу, для еды ее солили, вялили, подсушивали. Пойманные дикие животные или дичь годились не только в пищу, их можно было продать или обменять у торговцев на нужный товар. Раньше-то я тоннами ловил, да еще сдавал, а сейчас боишься на реку выехать. Запреты, штрафы очень большие. Нас же приравняли ко всем остальным. А разве нет льгот никаких для хантов? Но вот сейчас у меня есть разрешение на год. У меня там прописано, сколько мне надо и какой рыбу поймать. 36 килограмм, по-моему, пузьяна на год. 300 килограмм щуки на год. 200 килограмм езя. Это кормовое весло. Когда я в тесном ручейке где-то езжу, вот этим грибу. Но это немножко не так сделано. Вот здесь еще есть вот такое ребро. Доскости? Да. Это колданка знаменитая. Она снималась в фильме «Путь от Оби» из Зинаиды Лангортовой. Что сделал-то я? Вот написано «Толба Григорий Иванович». Я специально ездил за 350 километров. Это корень кедра. И вот тоже все корень кедра. Из двух толстых деревьев делают. Не толще сантиметра. Ну да, выстругается. Это мастер делал. Почему еще индивидуальное? Раньше, если хозяин колданку умер, отрезали эту колданку по размеру человека, хозяина этого колданки, и сюда клали. Делали торцы, огораживали сверху крышку. И все, он последний путь на своем транспорте. Чем дальше на север, выше от земли хоронят. Ханты, которые южнее нас живут, еще южнее, там они землю хоронят, а сверху делают небольшой саркофаг. Да. Это еще такая дырка такая. И отверстие там, значит, открываешь. Все, пришли к тебе, здоровайся, кладешь сигареты, рюмочку поставил. Вот, постучал, вот мы к тебе пришли, помянуть. Тоже просыпайся, выходи. У каждого племени или каждого рода свой костер на кладбище. Но могут быть 2-3 фамилии на одном родовом кладбище хоронить.
своих людей. У нас на родовом кладбище кострище примерно сантиметров 70. Рядом с чумом Геннадия Кельчина можно обнаружить массу вещей, применение которым нам непонятно. Сначала вот эту дугу ставят, а потом петлю привязывают. А дугу как? Березки растут, бугорок сделал, поставил, и потом еще бугорок утрамбовал. Здесь 2 веника ставят березовых с почками. Куропатка тут ест, ага, поела. О, там еще есть что поесть. И напрямую идет прямо. А здесь вот делают луночку. И куропатка пошевелится, луночку пойдет, и там умирает. Геннадий Павлович угощает нас уткой, но перед этим проводит мастер-класс по ее разделыванию и приготовлению. Утка, морская чернь. Название утки. Но она у нас тоже есть. Она, видимо, туда еще дальше летит, на север. Моря, Северный Ледовитый океан. Это весенняя утка. Когда охоту разрешили, мы добыли. Когда надо, из морозильника вытащил, оттаял и вари. Носик вот так отрезается, чтобы потом ребятишкам игрушку сделать. Для девочек вот эту куколку можно делать вот так. Сворачивают, и вот эту куколку одевают, платьишки девочка шьет для нее. Это вот мускульный желудок. После специальной разделки можно кушать. Этот желудок, когда сварится, ну нельзя весь желудок кушать. Но можешь, конечно, один весь желудок съесть. Если ты за столом сидящих никого не уважаешь. Ни одного слова не сказал, а такое заявление сделал. Вы плохие люди. Я вас не уважаю. Из всех сидящих ни одного. Съел один желудок. А вот я откусил половину и тебе дал. О, все посмотрели. Так он, ух ты, этого уважает. Вот это национальная этика. Сейчас посолю и пусть варится. Чуть не досолю. Сейчас на газу варим, а не на печке. От печки могут шесты загореться. Ну и жарко будет. А так летом в чуме специально вот здесь вот место для кострища. Дым, дымокур, комаров отпугивает. Можно и варить. И еще, к примеру, надо мясо подвялить, холодного копчения сделать. Вот костер разжигает, дым разводит и потихоньку коптится. И кроме того, вот эти олени шкуры тоже коптят. Они тогда дольше сохраняются. Чум в этом отношении очень хорошо помогает. И прохладно, конечно. Летом жаркий день, в чуме всегда прохладно. Хорошо продумана вентиляция. Оленеводство также является традиционным промыслом у хантов. Неприхотливые к суровым условиям животные – основа жизни и быта хантов. Это не только еда. Оленьи шкуры используются в быту и в сооружении чумов. На оленьей упряжке можно перевозить грузы. В городских условиях нет хранить возможности национальную одежду. Поэтому мы вот такие вот помещения, строения делаем и в них храним. Потому что там вентиляция получше, значит, не жарко. А оленей мех, он имеет способность ломаться, когда жарко. И поэтому обувь или малица быстро приходит в негодность. Чтобы этого не случилось, мы теперь в городских условиях начали шить чуни из овечьего меха. Это у нас зимняя обувь, а вот это вот летняя была. И вот это вот малица. Тоже она сшита полностью из... Вот это собачья шкура, вот это овчина. Собака тоже не линяет, теплее, чем овчина. И легче. Овчина чем плоха? Она очень тяжелая. По сравнению с оленей шкурой той же площади,
овечья шкура примерно 2,5 раза тяжелее. Это национальные узоры, но сделанные в фабричных условиях. А здесь вот ручная. Проехал на оленях или на буране, не потеешь. И чтобы не простыть, снимаешь малицу. Вот. И одеваешь вот такой суконный гусь. Называется. Ну, суконная малица, гусь. И в ней не жарко. Еще третий вид есть. Это гусь мехом наружу из толстой оленей шкуры. Одеваешь малицу, сверху этот гусь. В снегу делаешь такую ложе, стелишь просто оленью шкуру, под голову руки и всю ночь можешь спокойно спать, не замерзнешь. Вот в такой одежде. Вот мне товарищ рассказывал, говорит, когда его родственника на Великую Отечественную войну призывали воевать, он в малице пошел. И говорит, эта малица, пока мы 40 километров шли, ни одного человека согрела. Вот такую обувь специально делают, орнамент, вот здесь вот по полосам вырезает, вот здесь орнамент. И тогда это будет праздничная обувь, на праздники большие одевает. Если я, например, еду сватать невесту, то все в красивую одежду одеваются. Аргиш украшают. Это несколько оленьих упряжек друг за другом идут. Этой обуви уже лет 40, наверное. Сестра у меня еще их ремонтировала. Эту обувь кисы еще брат мой носил. Потом они по наследству мне перешли. А этот нож... Геннадий Павлович сетует, что в эпоху урбанизации забываются традиции, забываются промыслы. Ханты – язычники, издревле верили в духов, силу природы. Почитали огонь, воду, ветер. Философия единого духа с природой прослеживается в почитании родной земли. Никогда ханты не охотились на молодого зверя или беременную самку. Сети для рыбы были рассчитаны только на крупных особей, а молодняк, по мнению местных рыболовов, должен был еще подрасти. К дарам лесов и рек ханты относились с особым почтением, приписывали природе магическую силу. Чтобы задобрить лесных духов, ханты устраивали обряд жертвоприношения. Нередко свой первый улов или тушку пойманного зверя ханты отдавали божеству. Добычу оставляли возле деревянного идола. Вот беспорядок. Вот это дерево от времени уже упало, сгнило. На каждом большом празднике вот эти ленточки привязывают. Благодарение природе, благодарение, ну, так скажем, Богу. Просят, чтобы дети были здоровы, сами родственники были здоровы. И вот это как бы наряд для того, от кого ты просишь. Там же монеты привязаны. Вот посмотрите, вот тут монетка. Да, действительно. Эти монеты для себя брать нельзя. Худо будет. Худо будет. Ханты испокон веку, не только ханты, но и все древние люди верили не Богу, а верили силам природы. Я эти силы вижу, не умаляя сил природы, благодарю, что эта природа есть, природа меня кормит. И ты действительно частичка этой природы, а не человек, живущий вот в этих 4 каменных стенах. Вот у нас это место для жертвоприношений. Вот. Здесь мы ставим родовых богов. Если у меня сын первого соболя добыл, я этого соболя разделаю, ошкуриваю и туда в приклад кладу, чтобы сыну моему везло. Это его удача. И удачу надо хранить. И тогда он всю жизнь будет удачливым охотником. И вот так делать. Так.
Вот так мы молча поклоняемся, но в уме мы все, что надо, говорим. Напрямую подчиняемся закону природы, даже не осознавая этого. Ханты считают, что благосостояние их зависит полностью от благосклонности природы, поэтому благодарят ее в молитвах и даже приготовленной едой с нею делятся. Мы не язычники, но вызывает уважение тот факт, что ханты считают важным благодарить за все, и неважно – духов, природу, человека или зверя. Верующие садятся перед обедом, перед пищей, крестятся. Мы не крестимся, мы так делаем. Благодарим природу, что еду дал, и ему тоже. Он так как дух, он духом питается. Вот этот дух вместе с паром вышел, он попитался. И все время мне старший брат говорил, где святое место проезжаешь, хотя бы вдали, поставь чашечку, рюмочку налей. Они твою еду не съедят, зато у тебя мозги будут на месте. Вот, правильно будешь думать. Ну все, заходите, заходите, заходите. И сразу за стол. А загадка. Где у утки больше всего мяса? Курине. Ну, вторая попытка. В голове. Шея. Говорит, сколько не обглатывай, все равно там останется мясо. У всех народов есть свои священные места, будь то христиане или язычники. Свои сакральные места есть и у хантов, например, Ангальский мыс. Так называется газета, что издается на хантыйском языке в Салехарде, и в которой работает многие годы наш герой. А еще так называется Высокий мыс на берегу Оби. Героическая песня Ангальского мыса спета. Вот это место по своему значению равно как у греков Олимпий. У нас здесь тоже 7 богов высочайших жили на этом мысу. На этот мыс не имел права ступать человек, но делали обряды, приносили жертвы. Но это все делалось, когда была вода, был лед. Когда вода на лодках, когда лед на льду. Но не по земле. Ну, на землю нельзя было ступать. Это земля священная, земля богов. Ну как же ты, человек грешный, можешь на эту землю наступать? Вот эти боги были защитниками этой земли, этих людей. И до сих пор, наверное, нас защищают, потому что на этой территории уже давным-давно друг с другом не воюют. Раньше с немцами мы как-то немного делили землю, воевали. Теперь и этого нет. Потому что есть такая легенда, на шкуре бурого медведя немцы и ханты дали клятву не воевать. И как раз вот напротив этого Ангальского мыса. Мы каждый год землю эту обетованную ищем. По 2000 километров. С одного места на другое кослаем. И если нас лишить этого, мы уже не будем ни хантами, ни немцами. Мы уже другие люди, у нас организм по-другому будет работать. Думать мы уже будем по-другому. Потому что, ну как мы тысячелетием кослали. Сначала мы за оленем ходили, как индейцы. Бизон надо, он пошел, бизон добыл, съел, потом опять ездил, опять бизона добыл, опять. А мы тоже так же раньше ходили за нашими оленями. И эти маршруты кослания у каждой популяции оленей был свой, отдельный. И вот эти маршруты кослания они изучили, а потом думают, что мы все время будем за ними ходить, жилище с собой таскать, многие километры преодолевать. Давай лучше оленей приручим, да. Нашего оленя никогда до конца не приручить. Даже олененок, который вырос в чуме,
его отпусти на волю, и все, он уже дикий. Того же оленя, который только что был в упряжке, ты его распрёг и отпустил, он уже дикий. И настоящего дикого оленя возьми, и этого оленя, они равнозначны. Они выживут в этих условиях без какой-либо помощи. Ханты – народ дружелюбный, не воинственный. Хотя в древности в отношениях коми и хантов не все было гладко. Особенно это сильно проявилось после того, как коми приняли христианство и как бы стали чужими. Однако разногласия удавалось всегда преодолевать. И когда часть коми перешла Урал, то два народа сумели ужиться на одной территории. Мы вообще не воинственные люди, хотя были раньше воинственными. Я сравниваю с коми, ижемцами. Они по верховью речек спускались. И на каждой этой речке Саран-Пауль, помните, там в Березском районе есть. Это зырянский поселок по-мансийски. Потом в Овгорте зыряне живут, в Котровожах же зыряне живут, в Мужах, в Осихово. Они у нас не завоевывали, они выживали вместе с нами. Оленеводство переняли, правильно? Рыбодобычу переняли. Мы у них переняли. Кто не кочует, дома строить научились хорошие, теплые. А каждый зырянин, который сюда пришел, в поселках, посмотрите, ни у кого нет казенного дома. Они сами себе построили. Хозяйственные постройки, баня, жилой дом, гараж. Все своими руками построили. И мы с ними никогда не конфликтовали. Он придет, сначала батраком поработает, оленей заработает, вырастет, чум научится строить. И ни один народ не смог к этим условиям приспособиться. Почему? Потому что у нас было величайшее изобретение. Это люлька. По сравнению, как космический корабль. Нужно было сохранить потомство. Вот те люди, которые, хотя бы за 66-й параллелью находятся, у них нет люльки. В этих условиях ребенка заморозишь, простынет, умрет. И все. А в этой люльке 40-градусный мороз, новорожденный, только что рожденный ребенок уже может жить. Женская нарта есть. Она специально приспособлена для того, чтобы маленького ребенка в ней возить. И мы же не прикованы к одному месту. У нас жилище такое, кочевое, сборное. Ребенок растет, и род продолжается. Мало тех, кто готов жить на крайнем севере, вести хозяйство. Север надо полюбить раз и навсегда. Многим непонятно, чем удерживает человека суровый климат. В чем счастье живущих здесь людей? Богатство рознь. Вот для казаков, значит, золото, природные ресурсы какие-то, пушнина, рыба. Вот для них главное богатство. А для нас богатство тоже рыба, чтобы была, чтобы мясо было. И главное, чтобы не было войны, наверное. И дети, чтобы росли. Вот наше богатство. Нам не надо небоскребов. Мы на этих небоскребах не проживем. Нам не надо железных дорог. Мы дороги сами делаем. И по ним на оленях ездим, на лодках ездим. Нам этого хватает. Вот в чем наше счастье. Можно сказать, что это просто причуды. Строить чумы, хранить национальную одежду, сохранять язык, передавать старинные знания. Но это на первый взгляд. На первый взгляд обычного среднестатистического горожанина. А после того, как вы приглядитесь, прислушаетесь и вникнете, вам, как и нам тоже, станет понятно, что это огромное счастье быть не просто двуногим существом, но быть носителем великого духовного богатства и быть ответственным за его судьбу.